Реутов – город с 1940 областного подчинения в Московской области, Наукоград Российской Федерации, самый благоустроенный город Российской Федерации по итогам 2021 года в категории городов с населением до 108 тысяч человек. Железнодорожная станция Реутова на линии Москва-Нижний Новгород. Топонимика. Существует несколько легенд и версий происхождения названия Реутова. Одна из них связана с Владимирским трактом, где якобы останавливались провожающие ссыльных и ревели, отправляя их в Сибирь. Другая связана с рекой Реут, находящейся в Молдавии. Якобы из этих мест приехали и проживали здесь торговцы-молдаване. Третья опирается на слухи о большом количестве медведей-ревунов, обитавших в здешних местах. Наиболее вероятная и принятая городом за официальную версию, является версия, что когда-то здесь проходила сигнальная линия, входящая в систему обороны Москвы, которая состояла из сторожевых башен с колоколами, реутами, передающих сигнал о приближении врага к Москве. Одна из таких башен находилась в районе пересечения нынешних улиц Ленина, Победы и Гагарина, на самой высокой точке данной местности, 166 метров над уровнем моря. На этой башне висел колокол Реут, старославянское название колокола. Это утверждает Идаль, у которого в словаре читаем древнебиблейское выражение «вечер и утро благовест в Реут». То есть утром и вечером, приглашая прихожан на службу, в церквах били в Реут, то есть в колокол. При сторожевой башне был приставлен дьяк, государственный служащий, отвечавший за службу дозорных. От колокола Реута дьяк получил прозвище Реут, а хутор название Реутова. Однако по невыясненной причине многие жители делают ударение на второй слог. В память об этой башне на площади, образованной пересечением этих улиц, установлен памятник-колокол. Такой же колокол изображен на гербе города. История. Точная дата основания города неизвестна. Большинство историков считает, что Реутово было основано в 1492-1495 годах. Впервые Реутово упоминается в Песцовой книге XVI века. В ней было сказано: «Запасником за Нероновым дано ему из достальных и с порожних земель княж. Дмитроевское поместье Елецкого, пуст. Реутово, пашня переулок 33 четив поля, а в дву потому ж худ. Земли, сено 20 копеек, лесу пашенного 3 дёс». С 17 по 18 века дёр, Реутово принадлежало династиям князей Турениных и Долгоруковых. В начале 18 века Реутово стало селом. Переписная книга 1709 года говорит о сельце Реутове, принадлежащем князю Василию Михайловичу Долгорукову. В 1787 году сельцо приобретает московский князь Николай Иванович Маслов. При нем Реутово становится роскошной загородной усадьбой. В начале XIX века князь Маслов разоряется. Сельцо Реутово приобретает офицер, подполковник Андрей Михайлович Похвистнев. В 1824 году Похвистнев строит в Реутове бумагопредельную фабрику. Пряжа Похвистневской фабрики считалась одной из лучших в России и на Всероссийской выставке в 1831 году получила большую золотую медаль. В 1831 году А.М. Похвистнев продает Реутово. Хозяйкой в эти годы становится помещица коллежская асессорша Е. И Дубровина. С 1833 года Реутово принадлежит помещице из дворян майорской дочери А. С. Мастениной. С 1840 года сельцом Реутово владеет титулярный советник М. Е. Романов. В 1843 году земли Реутова и бумагопредельную фабрику приобретает московский купец первой гильдии Сергей Алексеевич Мазурин. Он строит кирпичный завод и перестраивает Похвистневскую фабрику. Возводит спальные корпуса, казармы. Так постепенно сформировался фабричный поселок Реутово. В 1913 году от Реутова прокладывается железнодорожная ветка до Балашихи. Строится станция Реутово, которая сохранила это название до наших дней. В 1928 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР фабричный поселок был преобразован в рабочий поселок Реутово в составе Разинской волости, ныне Балашихинский район, Московского уезда. В 1929 году, постановлением в ЦИК РСФСР от 12 июля в связи с административными преобразованиями, Реутово становится районным центром. В Реутовский район входило 37 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Гальяново и Измайлово. В поселке находились районные и поселковые советы депутатов трудящихся. 7 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Реутово был отнесен к разряду городов и ему было присвоено наименование «Город Реутов». В мае 1941 года районный центр, город Реутов, переносится в Г. Балашиху.
В период с 1941 по 1943 год Реутов входит в состав города Москва. В 1955 году в городе создается авиационно-ракетное предприятие ОКБ-52, впоследствии ЦЭГМ, а сейчас ООО «Военно-промышленная корпорация НПО машиностроения». Его генеральным конструктором был назначен выдающийся ученый, дважды Герой социалистического труда академик Владимир Николаевич Челомей. На предприятии до середины 1990-х годов работало около 10 тысяч человек. 30 декабря 1970 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР, город Реутов Балашихинского района Московской области был отнесен к категории городов областного подчинения. 29 декабря 2003 года Владимир Путин подписывает указ о присвоении городу Реутову статуса наукограда Российской Федерации на срок до 31 декабря 2027 года. Физико-географическая характеристика. Расположение Реутов является городским округом Московской области и прилегает к восточной границе Москвы. С севера он граничит с Горьковским шоссе, с востока – с Балашихой и Никольским, с юга – с Московским районом Новокосино, разделены на Савихинским шоссе, с запада – с районами Новогиреево и Ивановское, разделены МКАДом. Водоемы река Серебрянка, приток Хапиловки, протекает в районе Горьковского шоссе. Фабричный пруд. Исчезли с лица города следующие водоемы. Река Никольская канава, начиналась чуть восточнее станции Реутова. Река Рудневка, имела исток в 1 километре северо-восточнее пересечения МКАД село на Савихинским шоссе. Река Серебрянка, она же Чечора, приток Пехорки. Множество прудов, остров, Кузнецовский пруд МКАД, Морозовский пруд. Сейчас спортплощадка у дома номер 15 по улице Победы, Иван Борисов у Гагаринской проходной НПОМАШ и другие. Инфраструктура, экономика. Значительный вклад в развитие экономики города вносит научно-производственный комплекс. На базе градообразующего предприятия НПО машиностроения создана военно-промышленная корпорация, объединяющая 10 ведущих предприятий страны. Успешно выполняются государственные программы в оборонной и других сферах национальной безопасности России. Также высокие темпы роста показывают такие предприятия, как ВГУП Реутовский экспериментальный завод средств протезирования, ООО «Мериталь», строительное управление номер 802, предприятие спецстроя России. По-прежнему значительная доля произведенной продукции приходится на предприятия малого бизнеса. В Реутове зарегистрировано 2305 малых предприятий и более 1700 индивидуальных предпринимателей. Функционирует эффективная инфраструктура поддержки для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Образование. Поддержка на должном уровне городской системы образования является важнейшей задачей городской администрации. Общая сумма расходов на образование в 2008 году составила 721,6 миллиона рублей. В структуре расходов городского бюджета это самая большая статья – 40%. В 2008 году начата реконструкция дошкольных образовательных учреждений, ДОУ номер 3, 15, 17. Продолжается строительство нового ДОУ на 220 мест в 9 микрорайоне. Проектируется новый детский сад на 120 мест в северной части города в 4 микрорайоне. В городе успешно выполняется приоритетный национальный проект образования. 4 общеобразовательных учреждения города стали победителями проекта, лицей, гимназия, школы 3 и 7, и получили дополнительную финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов. За 3 года реализации приоритетного национального проекта образования на территории города 14 учителей стали его победителями. Все они получили высокую оценку подмосковных коллег и дополнительные средства на развитие разработанных ими инновационных методик и распространение передового педагогического опыта. Немало внимания уделяется в городе и поддержке талантливой молодежи. В 2006 и 2007 годах 14 учащихся реутовских школ получили губернаторские стипендии. Благодаря получению городом статуса наукограда в городе уже 3 года успешно реализуется программа «Одаренные дети». В 2008 году 7 учащихся городских школ, лицей школы номер 3,6, ДЮСШ, стали обладателями именной премии губернатора Московской области за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. Здравоохранение. Функции муниципального органа управления здравоохранением в городе выполняет муниципальное учреждение Центральная городская больница Г. Реутова. В состав МУЦГБ Реутова входят стационар ЦГБ номер 1, терапевтический стационар ЦГБ номер 2, хирургический, городская детская больница, городская поликлиника номер 1, городская поликлиника номер 2, городская детская поликлиника,
станция скорой медицинской помощи, кожно-венерологический диспансер, противотуберкулезный диспансер, психоневрологический диспансер, наркологический диспансер, женская консультация, клинико-диагностический центр, центр восстановительной медицины и реабилитации, межбольничная аптека. В 2007 году в соответствии с программой развития города Реутова как Наукограда Российской Федерации за счет средств федерального бюджета приобретено современное оборудование и открыто отделение гемодиализа, искусственная почка. Ранее данный вид дорогостоящей медицинской помощи жителям города оказывался в учреждениях ГГ Москвы, Мытищи, Балашихи, Королева, Коломны. По состоянию на конец 2007 года лечение программным гемодиализом получали 10 жителей города, страдающих почечной недостаточностью. В городской больнице построен и дооснащается оборудованием хирургический корпус. Функционирует диагностическое отделение. Открытие корпуса запланировано на 2009 год. Спорт в Реутове насчитывается 59 спортивных сооружений, стадион «Старт», МУ-спортцентр, 31 спортивная площадка, 15 спортивных залов, 2 плавательных бассейна и другие спортивные сооружения. Только в 2008 году оборудованы 9 спортивных дворовых площадок. Построена спортивная площадка для занятий экстремальными видами спорта. На спортивных сооружениях города, секциях, спортивных клубах занимаются более 15 тысяч горожан в 29 видах спорта. За последние 10 лет число жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, возросло в 5,5 раз. На спортивной базе стадиона «Старт» проводятся календарные игры первенства России по футболу среди профессиональных клубов. В спортивных залах муниципального учреждения «Спортцентр» проходят занятия по бадминтону, большому и настольному теннису, мини-футболу, волейболу, различным видам аэробики. Большой популярностью пользуется тренажерный зал, оборудованный высокоэффективными силовыми и кардио-тренажерами. В городе работает спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск-М». Членами спортивного клуба, 76 человек, являются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху. Спортсмены клуба занимаются различными видами спорта, гонками на колясках, дартсом, армспортом, плаванием, пауэрлифтингом, шашками, шахматами, авторалли, настольным теннисом, волейболом, теннисом на колясках, бильярдом, прыжками с парашютом. Члены спортивного клуба принимают участие во многих международных соревнованиях, первенствах России, Московской области, спартакиадах. В городе планируется строительство дворца спорта с плавательным бассейном в северной части города. Проект дворца спорта выполнен, прошел экспертизу. Культура, храм Казанской иконы Божией Матери. В Реутове работают литературное объединение «Лита», исповедь, созданное участниками литературного объединения «Московский учитель», музей города, картинная галерея, муниципальный драматический театр под руководством Владимира Сафронова, детский музыкальный оперный театр. На южной стороне рядом с железнодорожной станцией расположен храм Казанской иконы Божией Матери, в северной части города на пересечении улиц Ашхабадской и Победы строится собор Святой Троицы. Транспорт метро. С 1960-1961 годов до 1989 года планировалось построить станцию метро в Реутове, но проект до сих пор не реализован. Вместо этого в 2010 году планируется ввод станции метро Новокосино-Калининской линии Московского метрополитена. Вход в метро на территории Реутова будет расположен в районе пересечения Носовихинского шоссе с селом Южной улицей. При этом северная часть города будет отрезана от станции метро из-за отсутствия транспортного сообщения через железную дорогу между частями города. Автобус. Город Реутов обслуживается 4-м и 10-м автобусными парками ГУП «Мосгортранс», Москва, и автобусами ГУП «Мострансавто», Московская область. Электричка. Через город проходит Горьковское направление Курского вокзала Московской железной дороги. Между улицами Южная и Ленина располагается станция Реутова основной ветки, а в районе проспекта Мира рядом с селе Горьковским шоссе находится платформа «Стройка» ответвления на Балашиху. Время движения от станции Реутова до Курского вокзала составляет около 20 минут. Связь по состоянию на конец апреля 2009 года в городе работает 3 городских провайдера интернет и 1 федеральный. СМИ в Реутове существуют газеты «Реут», телеканал «Реутов ТВ», «Московия Восток» и «Оно Радио Реутова». Газета выходит еженедельно, телеканал – вечером по будням, выпуски новостей, информационные и развлекательные передачи, кино и мультфильмы. Радио вещает на 3-м канале радио.